Но вы ведь служили тогда в Литве, в Карабахе. Ничего не предвещало, что Союз нерушимых республик свободных распадется тогда? Конечно, ничто не предвещало. Но вот, кстати, помню январь 1972 года, когда нас подняли по тревоге. Ночная укладка парашютов на плацу. Потом загрузка боеприпасов на платформы для десантирования. Потом отбой, но спали прямо одетые с оружием. И говорят, значит, в Грозном заваруха. В Грозном что-то происходит. 1972 год. И якобы будут бросать в Грозный под видом учения, значит, кого-то там что-то усмирять. Вот кто, что, чего, в конце концов, так никого не бросили, хотя из 2 полков собрали сводный батальон, перебросили в Грозный, как нам ребята рассказывали, с развернутым знаменем, с оркестром, со всей боевой техникой, вот так вот по улице походили, в самолеты загрузились и улетели. Демонстрация силы. 73-й год. Точно, это январь, число 20 примерно января 1973 года. Вот там были какие-то события. Что конкретно, я не знаю, но что-то там происходило. Возможно, то, что как раз между ингушами и чеченцами, они как раз в то время стали возвращаться, и те, и другие из ссылки сталинской, и, видимо, сказать, обнаруживали у себя, значит, заселенные кем-то другими, значит, дома. И вот уже что-то там, вот это я помню. Такой факт был. В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей часть республики вошла в состав Грозненской области, а пригородный район Чечено-Ингушетии, заселенный ранее в основном ингушами, передан в состав Северной Осетии. При восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 1957 году пригородный район ей возвращен не был. Тем не менее, часть ингушей все-таки вернулась в пригородный район. Напряженные отношения между народами неоднократно приводили к акциям протеста с обеих сторон. Так, с 16 по 19 января 1973 года в Грозном прошел многотысячный митинг ингушей с требованием решения вопроса. Каким способом, вы полагаете, можно ли искоренить дедовщину в армии?